Всем привет, друзья! Начинаю сегодняшнюю речь в подъезде, так как там очень холодно. Сегодня у нас 20 ноября, а время уже 15 минут 11. Мороз немножко отпустило. Утром сегодня было минус 35, а если быть точнее, у меня электронный градусник, минус, вот датчик у меня выведен на улицу, но рядом с домом. Он показывал минус 35,4. Но дом, если учитывать, что немного тепло, пусть, но 36 по-любому было. Смотрим, сколько сейчас. Туман, как всегда, просится на речку. Так. Минус 27. Так что немного отпустило на почти 8 градусов. Вчера он не завелся при минус 22. Сегодня аккумулятор я заносил домой. Посмотрим, что у нас сегодня получится. Завелся. Я не знаю, правильно, неправильно я делаю, но инжектор обычно не газует. Раз на малом и завелся. Методом проб и ошибок, что я только не делал, после минус 27, после 25 где-то, он у меня начал хреново заводиться. Я что делаю? Выжимаю лапку сцепления и тут же выжимаю полностью педаль газа. И в таком положении он у меня заводился и минус 30, и минус 35, и даже в лесу он завелся один раз минус 38 градусов. Только завелся, сразу отпускаю его. В данный момент я даже отпустил педаль сцепления. Вот. Сейчас нажимаю, ему крутить уже легче. А так обычно педаль газа отпускаю, сцепление немного придержал еще. Оно раскрутится и уже нормально. Свистит ремень. Двигатель работает с перебоями. И правый. О, теперь уже все. Сцепление отпускаю. И оно уже глохнет. Масло полусинтетика. Надо, конечно, заливать синтетику. И право, мои подписчики, кто мне говорит, что желательно поставить обогреватель 220 вольт. Это будет намного продлить срок службы двигателя, потому что в такие морозы заводить автомобиль — это большой удар получается по двигателю. Он ледяной был, минус 35, и тут сразу такая вспышка. Ну а мы, друзья, едем на первую проверку. Полные надежд и ожиданий. Холодно, базара нет, очень холодно, но ветра нет, так что все будет терпимо. По-быстренькому все проверим. Ну а потом, если что-то будет, посмотрим, что будет потом. Главное проверить. А там планы есть. Я взял с собой и двойные крючки на палке. Может быть, куда-то что-то поставлю. Может, взял немного червей. Может, на червей успею. Правда, такой мороз, насаживать черви — это пипец. Почти невозможно. Они коченеют прямо на ходу. Посмотрим. Встречаемся на реке. Сегодня будем экономить батарейку. Вчера она закончилась очень быстро. Камеру с зумом, к сожалению, сделать не смогли. Вчера звонили мастеры, наши местные фломастеры. Сказали, что мы такие дела не беремся. Там надо тоненькие проводки запаять, короче, 5 или 6 тонких проводков, что идет с камеры. Вот зарядка и передача данных. Вот там вот у меня обломилось. И теперь у меня остался там немножко заряда. Вот сегодня, может быть, я добью последнее, и все. Если кто, друзья, знаете, как запаять тонкие проводки, вот этот провод USB, папка получается, с камеры уходит, там у меня обломалась, то жду от вас комментарии, кто, может, подскажет, где можно запаять провода такие тонкие. Желательно, конечно, Ухта, Троицкий, Печорск. Может, кто подскажет, буду вам очень благодарен, как это сделать.
Иначе я останусь пока на время без камеры с зумом. Все, друзья, встречаемся на реке. Ну вот, друзья мои, на реке. Прошелся пешочком. Машину оставил. Почти час топал. Это значит, около 5 километров я прошел пешком. И прежде чем начать проверку, хочу заснять, друзья, вот эту красоту на мою камеру с зумом. На последний заряд энергии, который там еще пока немного остался. Сейчас я одно покажу вам, какая у меня беда с ней случилась. Вон, друзья, вот этот провод, через нее идет зарядка, через нее идет передача информации. Вот USB провод на папку. И вот видите, здесь вот обломался провод. Здесь мне надо запаять. В Троицке я не смог найти. Наша мастерская сказала, что такое мы не беремся. Камеру сложно разбирать. Короче, камера рабочая, только вот из-за этого проводка вся причина. Кто сможет мне чем помочь, подсказать, где можно такое отремонтировать, прошу писать в комментариях. Ну а пока снимаем прекрасные кадры на остатки заряда. Все, села батарейка. Так что откладываем нашу камеру в долгий ящик и будем думать, как ее ремонтировать. Ну а пока подготовим лунки, чтобы потом за один раз все быстренько проверить. А то у меня и экшн камера сейчас сядет махом на таком морозе. Ехал сюда, 29 градусов было. Сейчас заодно посмотрим, сколько здесь замерзло. В принципе, не так-то и много. Вон, протыкать-то с одного раза. Ладно, друзья. Пока приготовлю лунку, чтобы потом, не теряя времени, все быстренько проверить. Пока выключаемся. Ну вот, друзья, все готово к проверке. Отдолбил раз, два, три, 4 свои палки. Почему-то вторая палка падает постоянно. Возможно, там есть налим. Я ее поправил, поставил, опять унесло. Или течением сносит, или есть налим. Ну что, приступаем к проверке. Да здравствует первая проверка зимнего сезона 2019-2020. Ура, ура, ура! И дай бог, чтобы она была удачной. Лед у нас заметно стал толще, где-то около 7-8 сантиметров уже. Так что все прекрасно. Сейчас мы, друзья, просто проверим, а потом уже я уже буду насаживать, потому что боюсь, что на морозе не хватит опять батарейки и пропустим самое интересное. Ну, с Богом, поехали.
Опа. Так, ну что у нас? Так. Большой натяжки нет. Но что-то подергивает вроде как. Что-то небольшое есть. Этот ёрш живой. Небольшие потяжки чувствуются. Второй ёрш дохлый. Ладно, это потом поменяем. Третий ёрш живой. Ну, большого налима нету точно, я вам скажу. Но что-то небольшое чувствуется. Совсем небольшое. Вот она, походу, сейчас будет на этом крючке. Ага, вот он. Вот такой вот налимчик один. Енцкадан. Полкилошка, наверное, где-то. И все. И все, больше потяжек нет. Зашугованные ерши подохли все. Сегодня, наверное, у меня наживка закончится. И вот все, крайний. Вот такой вот налимяка, друзья. Первый улов нового зимнего сезона. Первый улов налимовый. Енцкадан. Уже не пусто. Уже будет у нас уха. Помчались дальше. Посмотрим, что нам скажут остальные палки. Снимать буду одним кадром. На всякий случай проверил, идет ли съемка. То бывает так, что голосовая команда. Есть голосовая команда. Забудешь сказать, и все. Так, подойдем поближе. Ну-ка, что здесь носит палку нашу? Опа! А это что туда унесло-то? Аж туда. Может быть, даже здесь есть что-нибудь. О, запутано все. Что-то здесь было. Что-то здесь было, друзья. Или это... Ох, смотри. Ничего здесь не было. Тут просто все запутано. Это неудачно она легла под шугу. А нет, вон небольшой налимчик есть. Остальное все запутано. Небольшой налимчик. Заглотил даже желудка, так что ты у меня, друг, пойдешь в общую кучу. Вот такой вот налимчик второй. И придется это все распутывать. Ладно, пока не будем терять на него время. Сегодня я взял типа паруса, бутылки пол-литровые продырявил. Насыплю туда немножко отрубей комбикорма. И будет у меня он натягивать. А то он без натяжки вышла какая шняга. Все в одной куче. Потому что подо льдом шуга. И в этой шуге не дало продольнику полностью расправиться. Если на чистой воде, на чистый лед продольник уносит, то на зашугованном хреново уносит. Вот здесь тоже было зашуговано, не знаю. Посмотрим, что у нас здесь. Он только почистил. Уже все замерзло. Мороз давит. И это с одной стороны очень хорошо. Потому что буквально через пару дней будет тепло. Так, ну что у нас на этом продольнике есть? Нет что-нибудь? Вроде небольшая натяжечка чувствуется. Тоже в куче все. Тоже все в куче. Короче, тоже фигня полная. Еще и еж сорвался.
Шняга шняжная. Жизнь общажная. Так, ну что-то или шугу, или что-то я тащу. Скорее всего, это шуга. А нет, что-то вроде бы даже и дергает небольшое. Ерши все подохли. Все ерши до единого подохли. Что-то небольшое чувствуется на последнем крючке. Вот он. Вот он такой налимчик, еще что-то небольшое. Вот он второй. Два налимчика малюсеньких. И оба заглотили даже лутка. Так что отпускать их смысла нет. Забираем. Забираем. Если бы они хотя бы немного поменьше заглотили, а смысла нет их отпускать, друзья, они все равно подохнут. Получится ни себе, ни людям. А так, свежак и свежак. Жареха уже отличная. Тут два, там один. Самый первый, самый крупный был. Так, а чё? Остался один продольник крайний, четвертый. Даст он нам трофей, не даст. Хотелось бы, конечно, ощутить потяжки крупного налима. Была надежда, но, как мы видим, ну хоть не пусто, и то хорошо. Хоть не пусто, и то хорошо. Так, все, друзья, крайний продольник. Сейчас Саня Мазай опять будет ругаться, почему я без наколенников. Он мне звонил, уже сказал, что я тебя больше на реке без наколенников не видел. Я тебе отвечу, наколенники в Пукче. Все у меня в Пукче, а туда я еще не ездил. Как поеду, так все и привезу. Ну что, с Богом. Вот полыня, вот чистый лед, вот продольник, который вчера натянулся отлично. Так что есть надежда. Но уже надежды нет. Уже надежды нет, так как я взял в руки продольник. И натяжки никакой. Есть небольшая натяжечка, скорее всего, или очень маленький налим, или просто это на течении мои ерши натянули. Все ерши живые. Так что мы здесь с налимом не угадали. Будем менять места. Нет, пустой. Пустой, друзья. Так что, друзья, вот такая у нас была первая проверка. Сказать, что пусто, я не скажу. Жареха будет, свежак будет. И, в принципе, это неплохо. Сейчас мы это все дело будем насаживать, отпускать. В морозы переставлять пока ничего не будем. И буду искать новые места, рубить палки, сколько успею. Возможно, сделаю майну возле берега. Попробую поймать малька с очком, потому что мои мальки все опять же в деревне родной. И встретимся завтра. Уже на завтрашней проверке у меня будут еще палки, продольники, надеюсь, поставлены. И надеюсь, что завтрашняя проверка будет удачливее, чем сегодняшняя. Ну а вам, друзья, желаю ни хвоста, ни чешуи, чтобы у вас улов был получше моего, так как уже во многих местах этот мороз уже сковал речки льдом. Народ пошел открывать первый лед. Всем удачи, всем пока. До завтра.